Доброго времени суток! Вы смотрите, мы вам покажем. Послушный пес, довольный хозяин. Я думаю, что с этим утверждением согласятся многие владельцы собак. Впуская в свою жизнь домашнее животное, мы все хотим, чтобы он стал для нас источником радости и гордости. Однако не всегда собака ведет себя так, как мы хотим, поэтому очень важно, чтобы между собакой и ее владельцем были доверительные отношения, и они друг друга понимали. Очень важно не упустить момент и начать дрессировку вовремя. О том, как правильно дрессировать собак, сегодня мы будем говорить с кинологом-инструктором Людмилой Московских. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, насколько это важно вообще дрессировать собаку, насколько это нужно, и существует ли какой-то определенный возраст у собаки, когда нужно начать дрессировку? Во-первых, начнем с того, что кинология – это наука о собаках, а кинолог – это тот, кто собак понимает, тот, кто собак чувствует и, естественно, дрессирует, воспитывает. Хозяин, который приобретает собачку, у нас в профессиональной деятельности называется проводник, то есть дрессировщик либо проводник. Сразу скажу, что заниматься нужно с любой собакой, независимо какого размера, какого возраста, породистая, беспородистая, без разницы. Воспитанию подлежат любые собаки, любой породы и беспородные в том числе. Воспитание – это всеобъемлющий фактор. Дрессировка является одним из элементов воспитания. Что такое дрессировка? Это определенные навыки, которые вы в собаку вкладываете. То есть дрессировка разных уровней бывает. Бывает щенячья школа, бывает усложненный курс, общий курс дрессировки, защитная караульная служба, то есть специализированная, следовая работа, международная система дрессировки ЕГП, то есть разная. Это дрессировка. А воспитание – это... Еще раз говорю, всеобъемлющий процесс. То есть вы принесли щенка в дом, вы сразу его воспитываете, вы приучаете клички, как правильно кормить, куда правильно ходить в туалет, к правилам проживания жизни с вами, то есть ко всем определенным аспектам. Чем раньше вы начнете заниматься собачкой, тем проще вам будет жить. Но если вам досталась в руки уже взрослая собака, либо если вы с собакой никуда не ходили, не занимались, а она стала творить чудеса, многие начинают проявлять агрессию или еще что-то, то откорректировать поведение и выдрессировать собаку никогда не поздно, хоть ей 10 лет. В чем сложность будет? В том, что щенка вы берете это как чистый лист, вы в него закладываете все, что вам нужно, а взрослая собака уже сформирована со своими отрицательными какими-то качествами. И эти качества мы корректируем. Только лишь в этом сложность. Точно то же самое, что с людьми, да? Конечно, конечно. Прям очень тонкая грань между воспитанием детей и собак и, естественно, отношением между людьми и животными. Единственное, животные не разговаривают, собачки. Воспитание и дрессировка – это совсем разные вещи. Воспитание – это более глубокий, более обширный, а дрессировка – это один из элементов воспитания. Там просто определенные навыки. Вот, допустим, щенки приходят в школу, они проходят, туда входят воспитательные моменты, туда входит корректировка поведения и основные команды. То есть ко мне, сидеть, лежать, стоять, покажи зубы, команда фу, движение рядом. Вот это уже элементы дрессировки. А воспитательные моменты, как чтобы щенок не кусался, чтобы научить правильно выгуливаться, ходить в туалет, чтобы правильно кушал, не прыгал на прохожих и тому подобное. Это уже воспитательные моменты и корректировочка поведения. Все это входит в школу. Хорошо, воспитали мы щенка, собаку, да, скорее щенка, воспитали, хотим научить его каким-то основным командам, то есть, опять-таки, лежать, сидеть, спать, да, голос. Ага. Возможно ли владельцу собаки научить самостоятельно этому? Конечно, возможно. Если владелец желает, сейчас на Ютубе очень много информации, прям за ручку вводят, прям пошагово. Вот эта команда делается так-то, вот эта команда делается так-то. И если хозяин достаточно волевой, то он может научить. У многих не получается. Говорят, по каналу смотрим, все просто ясно, а начинаем делать, говорят, непонятно как, не получается. Вот с чего лучше начать, как правильно начинать? Прежде всего, что в группе, что дома, это контакт с собакой. Если собака отвлекается, смотрит по сторонам, на вас не обращает внимания, контакта нет, она не будет с вами работать.
Работаем мы с голодной собачкой. Как я говорю, все собачки продажные. Он просто так с вами работать не будет. Либо кусочек лакомства, вкусняшка, либо игрушка. На игрушку еще надо поставить собачку. Большинство собак пищевой рефлекс развит, на кусочек лакомства они идут с удовольствием, но собака должна быть голодная. Вот вы показываете кусочек, подносите к своим глазам, в глазки посмотрела, даем, супер. Отходим от собачки, говорим, иди сюда, следует за вами, супер, кусочек. Обязательно получен. похвалить. Однозначно, конечно. Если вы раз не похвалите, два не похвалите, потом собака за вами следовать не будет. Она скажет, да, все равно обманет, что за тобой идти. Больше. Лакомства в руке должно быть много, отдаем по чуть-чуть. Чего? На! Эй-эй! Эй-эй! Да, супер! На, иди сюда. Да, отдаем кусочек, когда собака стоит 4 лапами на земле. Эй, стоп, стоп, стоп. Лапку надо поправить. Стоп. Да. Чего? На, чего? Да, супер, молодец, да. Чего? Сюда. Чего? Да. Чего? Чего? Да, вот возле себя и рука на уровне носа. Угу. Потом вводится команда ко мне, это основная команда ко мне. И команда ко мне возле хозяина всегда вкусная, ласковая, то есть возле хозяина всегда мне хорошо. Нельзя, допустим, вы зовете собаку ко мне, она убегает, 15 минут где-то бегает, вы злитесь, потом собака пришла, а вы ее начинаете наказывать. Что поймет пес? Лучше не приходить, потому что все равно побьет. Вот. Как бы вы ни злились на собачку, опаздываете на работу или еще что-то, собака пришла к вам, вы обязаны похвалить. Вот. То есть все это элементы дрессировки, которые мы выстраиваем. Ну вот если с едой, можно сказать, проще, да, в плане вот голос, да, можно, нельзя. Вот как быть, когда собака, не может удержаться, выйти на улицу, да, и делает дела дома. Вот здесь как быть? А здесь это труд и терпение хозяина. Большинство как хотят. Приобрели собачку, им кажется, что все, в этой собаке все заложено, все знает, все умеет, а вы приобретаете того же самого ребенка. Только ребенка вы воспитываете 10 лет, а собачку год-два. Значит, приучение собаки к туалету. Первоначально вы взяли щеночка, ему месяца полтора, вы приучаете к пеленке. До 3 месяцев щенок не может никуда выходить на улицу. Почему? Потому что первая прививка идет в 2 месяца, вторая в 2,5, и в 3 месяца вы можете прийти на дрессировку. Только в 3 месяца вы можете прийти в группу. После прививки выйти на улицу. До этого момента вы приучаете собаку ходить на пеленку. К пеленке приучается следующим образом. Посвятите 2 дня этому. Либо вы стелите пеленку 2 и постоянно щенка туда высаживаете. Я делаю проще. Я застилаю кухню, коридор полностью пеленками. И день-два у меня щенок ходит везде. Потом я маленький квадратик в углу освобождаю. Одну пеленку убираю, остальное застелено. И слежу. Вот на все пеленки ходить можно, на квадратик нет. Если вдруг сходила на квадратик, я за шкирку говорю, нет, ставлю на пеленку, гуляй здесь. Через 2 дня я убираю еще одну пеленку. И так потихоньку убираю пеленки, когда у меня остается 1-2. И щенок понимает, вот на пеленке можно, на голый пол нельзя. Но это время и не меньше, чем неделя. Это время, это все последовательно. Как вы ребенка к горшку приучаете? Там еще более продолжительный процесс. А люди хотят, взял собачку, я же овчарку взял, она все умеет, все понимает. Я говорю, в ней навыки заложены генетически, но эти навыки как с гениальностью ребенка. Поддерживаете, развиваете, будет замечательно. Не развиваете, все сойдет на нет. То же самое со щенком. Вот. А потом мы постепенно учим собачку ходить в туалет на улицу. Тоже с той же самой пеленкой, с собачкой. Бежим, если это 5-й этаж. До 4-го этажа бежим, щенок дальше терпеть не может. Кладем пеленку, говорим, гуляй здесь. И постепенно так до улицы выходим. Все это продолжительный процесс. То есть нужно воспитать в себе какое-то терпение. Конечно. Да? Терпение, желание. И понимать, когда вы заводите собаку, это не игрушка, это не мебель. Сегодня я тебя хочу, иди сюда ко мне. Завтра ты мне мешаешь, отойди, иди на место и все, и сиди там. А потом спрашивал, почему он на месте не сидит? Да потому что это ребенок. А ребенок, закройте ребенка маленького в туалете, он вам разнесет этот туалет за 3 часа. То же самое собака. Она не может долго находиться на одном месте. Щенок не может. Взрослые, отрепетированные, адрессированные, они могут. Но это взрослые собаки. Они и без лакомства могут отработать полный курс, 1-2, сколько мне нужно. А потом они понимают, что после будет награда. Либо миска с лакомством, либо мячик, игра со мной. Мои на мячик больше реагируют. И поэтому они могут спокойно отзаниматься, сделать то, что мне нужно, а потом знать, что мама будет полностью их мне.
А вот щенок этого не может, поэтому щенка мы награждаем постоянно. Если терпение лопается, бывает такое, что хозяева применяют физическую силу. Да? Физическая сила, как меня спрашивают, можно ли собак бить? Что такое бить собаку? Это вы подошли и просто так ее отбуцкали, отпинали, кулаками побили, еще что-то. Мы действуем как в мире животных. То есть в мире животных, вот понаблюдайте, воспитывает либо сука, либо вожак. Щенки рядом возятся, кувыркаются по ним, они позволяют. Если им что-то не нравится, они замирают, идет жесткий взгляд, глухой рык и поворот головы. И если в этот момент щенок не успокаивается, его хватает за шкирку, поднимает трепет и кидает. Что делаем мы? У нас зубов нет, рыка нет. Мы замираем, мы говорим: эй, нет. Берем за шкирку, приподнимаем, встряхнули, опустили. Это маленького щенка, с ним это прокатит. С более взрослыми собачками там чуть пожестче. Есть и удавка, шнур для дрессировки, для корректировки поведения, и есть укусы рукой, как я говорю, мы не можем кусаться, но у нас есть рука. И то есть, если мне нужно остановить собаку, она впереди стоит и пытается на меня прыгнуть или еще что-то, я либо резко ногу подниму, коленка в грудь, либо я пальцы напрягу и укушу вот сюда в грудь. Раз так резко трону и скажу: эй, нет. Собака останавливается, говорит: ох ты, как интересно, еще раз пробует. Я говорю: нет, не доходит, еще раз жестче укушу. И тогда собачка понимает, что со мной лучше так не делать. А тот, кто: ой, нельзя, нельзя, пищит, отходит назад, провоцирует собаку, наоборот, на более активное поведение. И собака еще больше прыгает, и больше возбуждается, и больше плохо себя ведет. А потом спрашиваю: а почему же нет, я же не хочу. Я говорю: вы не хотите, а на лице у вас улыбка, писклявый голос. Собака понимает, что это более жесткая игра, жестче прыгай. То есть это все психология, так же, как и у детей, абсолютно. Дети тоже очень тонкие психологи. Я говорю, самые тонкие психологи – дети и собаки. Они раскусывают человека на раз. Кто ты, что ты себя представляешь. Им говорить ничего не нужно. По энергетике и по телодвижению, то есть по жестам тела. Они все это прекрасно понимают. Взгляд читают собаки, прекрасно понимают взгляд. А вот, да, щенок маленький, полуторамесячный, не понимает ничего, потому что в него закладывает мать. Вы приобрели этого щенка, закладываете в этого щенка вы. Правила проживания с вами. Поэтому я говорю, приобретайте любую собаку, кавказская овчарка, алаба, их содержат во дворе. Но первый год жизни держите в доме, рядом с вами. Для чего? Собака получает социализацию. Она в какой-то момент все равно будет ошибаться и будет себя пробовать доминировать. Где-то кого-то прикусит, на кого-то рыкнет за косточку или еще за что-то. И вы должны сразу собаку поставить на место. То есть запретить. Нет, такое поведение неприемлемо. До года вы так собаку воспитываете, следующую зиму выпускаете, она живет у вас в ограде, никаких проблем не возникает. А вот если же вот этот период у собаки не пройдет, вы ее сразу щенком посадили в ограду, если собачка сама по себе мягкая по характеру, будет все нормально. Но если это жесткий доминирующий пес, вот вы выходите в ограду, не трогаете его, и он вас не тронет. Но в большинстве случаев на следующее лето приезжают родственники или еще кто-то, мы хотим собачку убрать, она не хочет, хватают за шкирку, тащат в вольер, она разворачивается и начинает кусать. Я говорю, почему? Я же ничего такого не сделала. Я говорю, она вам уже более жестко объясняет, что меня так не трогай, со мной не надо так себя вести. Пес вырос. Вот у вас не прошли вот эти грани, а пока он маленький, он, может быть, рыкнул, может быть, слегка прикусил, и вы бы его жестче встряхнули, сказали, эй, со мной так нельзя. То есть все это воспитательные моменты. А вот. Дрессировка очень увлекательный процесс. И дрессировка, и воспитание. А собачки вообще прелестные компаньоны, и друзья, и охранники, в зависимости от породы. Преданней собаки, преданней животных быть никого не может. Но чтобы она была вам предана, и чтобы она вам служила верой и правдой, с ней нужно взаимодействовать. Не то, что мы ее взяли, надоело, посадили в клетку и на целый день забыли. Нет, вы с собакой должны взаимодействовать. И тогда, конечно, как с ребенком, как с ребенком. Я не говорю, что не бывает таких моментов, что пришли гости, и собака вам мешает. Вот в этот момент, я говорю, приобретите клетку и закройте в клетку. На час, на два, ничего страшного. Дайте косточку, и собака будет сама собой занята. Но потом вы ее выпускаете, и она вместе с вами как бы взаимодействует. А если вы будете постоянно держать собаку на привязи, либо в клетке, выпускать на 15 минут в день и обратно туда, но дурнее собаки у вас не будет. Это будет просто ураган, который будет вылетать, все сносить, и желание убежать от вас в голове у этой собаки больше ничего не будет. Она будет хотеть свободу, потому что держание молодой собаки на цепи либо в клетке постоянно ничего хорошего не несет. Возвращаясь к основным командам, да, еще такой момент, как научить собаку спать на одном месте. Маленького щенка вы не научите спать на одном месте, если это не клетка.
То есть либо вы привязываете там, либо вы это место просто кладете с собой, как я делаю. Я собачье место кладу рядом с собой, свешиваю руку, и это маленький щенок, и просто на щенка ложу руку, говорю, все, тихо, место, спать. И вот так вот, пока не уснет, я держу руку на щенке. Многие не хватает терпения людям, поэтому я говорю, приобретите клетку. На ночь вы можете высадить щенка в клетку, но перед тем, как вы его туда посадите, вы должны его сводить в туалет, и вы должны с ним поиграть активно минут 15-20. Даже 10 минут хватит активной игры. Побегали, попрыгали, поиграли игрушкой. Он вымотался, у щенка много сил нет. И все, и он готов идти в эту клетку и спать до утра. Вот это можно, на ночь можно, но перед этим вы должны собачку вымотать. Перед работой то же самое. Говорят, ой, в клетку закрыть. Я говорю, ничего страшного, если делать все правильно. Перед работой вы щенка сводили в туалет, покормили, поиграли минут 10-15 активненько. Он устал, закрыли в клетку, дали косточку, дали игрушки. Он спокойно с утра до обеда посидит, вас подождет. В обед пришли, 10-15 минут собаке уделили, но лучше 20-30, да? И то же самое, закрыли, ушли до вечера. Вечером пришли, клетку открыли, собака ходит просто по квартире. Клетка открыта, это ее логово. И еще я рекомендую клетку накрыть сверху тканью или чем-нибудь, то есть, чтобы она не была просвечивающей. Собаке нужно укромное место. Большинство идут либо под стол, либо под диван куда-то. Им нужно укромное место, ихнее место, свое. Вот когда накрыта клетка стоит, это ее домик. И даже если в квартире есть дети, вот собака бегает с детьми, раз ушла в клетку, детям запрещайте туда лазить, не лезь, собака устала, у нее должно быть свое место. Ты устаешь от собаки, мы собаку от тебя убираем. То есть родители должны воспитывать и собаку, и детей. Когда говорят, я купил ребенку собаку, а он не хочет ей заниматься, запомните, что собаку вы покупаете себе, не ребенку. У детей нет ответственности. Они день, два, 3, недельку поигрались, им надоело, все, они переключились. То же самое, как с компьютером, с велосипедом, с коньками. Чуть-чуть поиграл, все, переключился. А ответственность падает на хозяев, на родителей. И когда люди начинают возмущаться, ой, мы так не думали. Я говорю, собака – это не игрушка. Прежде чем завести, хорошенько подумайте, нужно ли вам. В 80% случаев, когда мне говорят, мы хотим собаку, я людей отговариваю. То командировки, то маленькие дети, то все. Ой, времени не будет. Я говорю, зачем вам собака? Это аллергию потом начинают говорить, когда хотят отдать. Я говорю, зачем вам собака? Ну это же престижно. Это же круто. Я говорю, а помимо того, что это престижно и круто, вы не думаете, что это живое существо, которое съест вам всю мебель, если ей не заниматься, все ваши вещи, которое будет выть не вовремя, лаять не вовремя, в туалет хотеть не вовремя. Вы об этом не подумали? Я говорю, вот сначала взвесьте все за и против, а потом уже заводите. И, естественно, порода собака собаке рознь. Когда заводит лайку, говорит, ну почему он не слушается, как овчарка? Я говорю, он не создан служить, он создан охотиться. Он вышел в лес, одна лайка побежала, белку увидала, загнала, на дерево погавкала хозяину, а другая побежала куда-то, 2 часа проходила и выгнала лося на хозяина. Вот это лайка. Овчарка приходит, говорит, мам, я тут, говорит, ну давай что-нибудь поделаем, то есть я готова тебе служить, давай поработаем. И когда говорит, ой, у меня были лайки, а овчарка совсем другой от меня не отходит, я говорю, потому что ей нужен человек. А лайка, собака свободолюбивая и самостоятельна. Разные. Но пока это щенки, каждому щенку нужен хозяин однозначно. Так же, как каждому щенку нужна мамка. От мамки оторвали, значит, вы за место мамки являетесь. То есть у каждой собаки, у каждой породы свое предназначение. Когда вы подбираете с улицы дворняжку и хотите, вот мы приобрели типа овчарки, или покупают внеплановых. Вот у меня недавно щенок был, мы купили лабрадора, пришел полутакса. Я говорю, ну тут где-то лабрадор, может, и пробегал, говорю, но больше такса. И хотят поведения лабрадора. Я говорю, нет, в этой собачке вылазит такса. То есть она лает, она грызет, она копает, это такса. Это, говорю, не лабрадор, но мозги лабрадора. То есть она готова работать, слушать, слышит и понимает. Поэтому соображайте, прежде чем что-то сделать, подумайте на 10 раз. Это живое существо. Полностью с вами согласна. Ну вот, правильно ли я поняла по итогам нашего разговора, что надрессировать собаку никогда не поздно? Никогда не поздно. Просто в 10 лет вы придете, многие обращаются, вот моей собачке 4 года, 6 лет, 10 лет, и она агрессивна. Можно ли что-то сделать? Можно. За Кавказа Алабая в таком возрасте я не возьмусь, потому что эта машина, это здоровая собака, и я прекрасно рассчитываю свои силы. Он меня просто завалит и сожрет. За такую собаку я не возьмусь. За Кавказов Алабаев я берусь 2 года. Но если это какая-то другая порода, которая поменьше, и физически я справлюсь, да, можно. Но сразу предупреждаю, что корректировка поведения будет жесткая. Я жестко собаке буду объяснять правила поведения. Сначала объясняю я, собаке показываю, а потом хозяина подстраиваю, говорю, и делайте то же самое вы. Пока в голове хозяина не поменяется,
поведение, собака не изменится. У меня она может быть шелковая, приходит к хозяину, опять начинает всех кусать, всех строить. Я говорю, почему на место не стать? Жалко же. А в мире животных жалости нет. Собака не пожалеет. Она либо подчинит вас, либо она встанет под вас и подчинится вам. Есть собаки мягкие, которые ни на что не претендуют. Вот он попал к вам в семью, и все, он мягкий, он весь ваш, и ему ничего не нужно. Но такие, как немцы, кавказы, алабаи, особенно кобели, доберманы, ротвейлер, они созданы доминировать, они стремятся занять иерархию выше, встать выше вас. То есть головой вашего клана быть, вашей стаи. И вот эту собаку нужно объяснять, что папа, мама, дети, потом собака. В большинстве семей идет папа, собака, мама, дети. Только папа за дверь, собака распоясалась. А маме жалко его на место поставить, стряхнуть там или поддать. Я говорю, ну вот он вас и не уважает, он вас ни во что не ставит. А когда говорю, до этого у нас была совсем другая собачка, совсем другая, другой характер, другой темперамент. Собаки все разные. И очень мягким людям никогда не рекомендую брать жестких щенков. Их прям сразу видно. Жесткого щенка, доминирующего, уверенного в себе, который рычит на своих собратьев, подбегает к человеку, трепет его. То есть не боится и уверен в себе, его сразу видно. Не уверены в себе, если вам жалко, если вы мягкие, берите помягче щеночка. Таких тоже. Равного себе, да? Конечно, конечно. Либо уже, когда попадают щенки в руки к мягким людям, а щенок жесткий, за что мне такое наказание? Я говорю, это не наказание. Это ваш опыт, который создан для того, чтобы вас перевоспитать. Более жесткий стержень вас выработать. Вырабатывайте. Завели собаку, несите ответственность. Очень не люблю, когда берут на подарок детям либо кому. Подарок не ценится, ребенок должен собаку выстрадать. Вообще любой человек должен безумно желать этого. А не то, что ой, захотел, раз взял. Вот. И очень не люблю, когда собак отдают. Это все равно, что я к ним отношусь как к детям. То есть вот ваш ребенок, и куда вы его отдадите. У нас переезд, у нас аллергия, у нас то, сё, 5-10. Я говорю, с аллергией тоже живут, есть таблетки. Переехать можно собаку с собой взять. Поэтому, чтобы таких ситуаций не было, прежде чем заводить, это минимум 10-12 лет жизни совместной с собакой. Подумайте, подумайте, сможете ли вы, или кошечку зовут, то же самое. Подумайте, сможете ли вы с этим животным жить постоянно. Переезжайте, не переезжайте, мало ли что случается. К сожалению, очень много случаев, когда собака была одного хозяина, хозяин умер, а родственникам собаки не нужны. И начинается. Либо сама выгул, отпуск непонятно куда, либо пристраивает, либо еще что-то. Вот, особенно, когда много собак заводят. Подумайте хорошенько, вас не станет. Нужны эти собаки будут кому-то. Эти зверушки, кошечки, собачки. Нужны, какая судьба их ждет. Если не дай Бог, ну, все мы под Богом ходим, что-нибудь с вами случится. То есть это ответственность. Это то же самое, как завести ребенка. Это жесткая ответственность. Что касается вот ваших занятий, как давно вы работаете, специализируетесь конкретно вот на дрессировке? В большинстве случаев я занимаюсь служебными собаками, но в том числе разными породными и беспородными тоже. Занимаюсь я дрессировкой с 1993 года, то есть уже достаточно давно. До того, как я стала заниматься, я пришла в клуб в 1988 и занималась своими собачками. Вот потом потихоньку начала заниматься дрессировкой. Каждый год у нас приезжают разные и спортсмены, и инструктора, то есть мы ходим на семинары, повышаем квалификацию. Когда меня спрашивают, зачем тебе это нужно, ты и так все знаешь, я говорю, все равно у каждого человека можно подчеркнуть определенные фишечки. Все равно у каждого что-то есть, и это очень интересно. Мне самой это очень интересно. Вот. Щенячья школа – это воспитательный процесс, воспитательная дрессировка, туда входят все собаки. Маленькие, большие, лайки, овчарки. А потом уже, когда хотят по специализации, то есть общий курс дрессировки достаточно тоже практически многие проходят. А вот уже защитно-караульная служба, следовая, разыскная, охранная, это уже идет специализация собак, именно специализация пород. Да, когда мне приходит состав, он говорит, мы хотим научить собаку кусаться, я говорю, нет, это запрещено, и если фигурант возьмется, то значит он будет лишен лицензии. То есть есть определенные стандарты, где прописано, вот эта собака по характеру должна быть такая-то, такая-то, никакой агрессии на людей, никакой агрессии на собак. Когда хотите охранную собаку, заведите охранную собаку. Вот. Немецкие овчарки те же самые телохранители, то есть охрана тебя, квартиры, ребенка, то есть своего участка, машины. Заводите такую собаку. Алабай Кавказ – это охрана периметра, охрана территории, то есть во дворе он охраняет, за двором он должен быть спокойный. У каждой породы своя специализация. Вот. Специализация и характеристика. Конечно, конечно. Бывает в большинстве случаев владельцы декоративных
собак обращаются, и уже достаточно взрослых, потому что собачка маленькая, собачка где-то проявляет агрессию, где-то прикусила. Ну, жалко же наказать, а потом вырастает маленький монстр, который начинает хозяев строить, потому что он так привык. Он говорит, я тут главный, а вы тут строитесь под меня. Хозяин сопротивляется, он его кусает. Он говорит, что делать-то? Я говорю, то же самое, это та же самая собака, просто более маленьких размеров. Занимаемся. Методы дрессировки достаточно одинаковые для всех, просто сила воздействия разная. Да, молодцы. А теперь смотрите, на Агате показываю. Сейчас у нас «Иди сюда» будет немножко другая, переходящая в команду рядом. Дайте лакомство, еще. Лакомство в правой руке. Дайте поводок. Агат, на. Лакомство в нос, и рука у вас с правой стороны. Смотрим на меня. Правая рука возле правого бедра. Иди сюда. Да. Перекладываете лакомство в левую руку. Антитя какой ты. Иди сюда. Смотрите на меня. До зеркала не дошли. Левой ногой шаг назад. Переводим собаку в положение рядом. Левая рука возле левой ноги. Команда рядом. Пошли. Нет. Ну, а я, пожалуй, соглашусь со словами Людмилы, что прежде чем заводить собаку, необходимо очень хорошо подумать, готовы ли вы брать на себя такую ответственность. Ну, а если готовы, то желаю вам удачи в ее воспитании и правильной дрессировке. Увидимся в следующем эфире.